Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Галмедиа. С вами Ника Гачава. И коротко о главном. Помнить войну, чтобы хранить мир. Память погибших в мартовском наступлении Отечественной войны народа Абхазии почтили в Гале. ОРВИ и грипп под контролем. Вопрос о закрытии школ в Галском районе не стоит. Чтобы помочь определиться с профессией, в Галском РДК состоялась встреча будущих абитуриентов с преподавателями Абхазского государственного университета. Начнем с официальной хроники. По поручению главнокомандующего Аслана Бжания силами Государственной службы охраны, Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Республики Абхазия в Галском районе проводились учебно-тренировочные мероприятия. Учениями руководили начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, председатель службы госбезопасности Роберт Киут, министр внутренних дел Вальтер Будба. После построения личных составов на плацу базы спецназа Центра специального назначения СГБ руководство определило силовикам задачи, и они были распределены по местам дислокации с целью выполнения поставленных боевых задач. Учения продлились с 11 по 14 марта. Президент Абхазии, главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжания посетил с рабочей поездкой Галский район. Глава государства заслушал доклад министра обороны о ходе реализации мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава и произвел инспекцию новых инженерных сооружений вдоль абхазо-грузинской границы. Также президент Абхазии в ходе инспекционной поездки посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии. Глава государства в сопровождении вице-президента Бадры Гунба, спикера парламента Лаши Ашуба, министра обороны Владимира Ануа, секретаря Совбеза Сергея Шамба посетили воинские части Минобороны Республики Абхазия. Президент проконтролировал ход исполнения данных им поручений по произведению необходимых ремонтных работ в одной из воинских частей. 15 марта, в день 30-й годовщины одной из самых трагичных и скорбных дат новейшей истории Абхазии, начало мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии, руководство района, ветераны, сотрудники правоохранительных органов и вся общественность Галского района почтили память тех, кто 30 лет назад не вернулся из боя. Тему продолжит Анжела Убилава. В день 30-й годовщины мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии руководство района, ветераны, сотрудники правоохранительных органов, представители общественных организаций, педагоги и учащиеся школ возложили цветы к мемориалу погибшим и почтили память павших минутой молчания. Мартовское наступление абхазских войск стало не только одним из самых значимых событий грузино-абхазской войны, важнейшим этапом, определившим дальнейший ее ход, но и самым кровопролитным и трагичным.
Участник мартовского наступления, глава Галского района Константин Пилия считает, что самое главное – это чтобы больше не было войны. Главное – идти вперед, жить в мире с желанием созидать, отмечает глава администрации. Надо не забывать каждый день, что нужно делать все, чтобы мир был, мир сохранялся и чтобы больше не было войны. Это самое главное. И память, конечно же. Память о тех, кто погиб, кто ушел. И они навсегда в наших сердцах, но нам надо делать все, чтобы молодое поколение знало и помнило эти имена. Вот это самое главное. А как у Хаяма, да, кто съевший соль и пуд, тот больше ценит мед. Те, кто увидели горе, прочувствовали его на себе, они должны делать прямо ежедневно все для того, чтобы сохранить этот мир. Надо выстраивать отношения со всеми соседями. У нас война была 30 лет назад. Все это, конечно, как вчера, но нам нужно идти вперед, нам надо смотреть в будущее, нам нужно воспитывать детей не в агрессии, а в доброте, в желании созидать. Вот это наша задача. Что бы вы посоветовали нашему подрастающему поколению? Что посоветовал бы? Учить историю, как говорил Черчилль, учите историю. Учить историю, делать определенные шаги на будущее. И еще раз повторюсь, сегодняшней ситуации, которая происходит в мире, которая у нас сегодня и в России, и в Украине, вообще в мире в целом. И все это оказывается так хрупко и зыбко, и мы должны ежедневно подтверждать наше стремление к миру и созидать страну. До мартовского наступления абхазская армия побывала во многих боях. Сложно сказать, почему тогда эта операция совершилась поражением. Среди причин военные историки называют отсутствие необходимого военного опыта и нарушение режима секретности при подготовке. Однако бесспорно, что горький опыт, полученный в мартовском наступлении, помог добиться победы в сентябре 1993 года. Мой супруг – один из участников мартовского наступления. И сегодня 30 лет со дня мартовского наступления, когда мы задаем дома вопрос, и дети хотят узнать, что же произошло. Он даже не может говорить об этом. Вот 30 лет прошло, но эта боль его преследует всю жизнь. Он просто говорит: я жив, но мои ребята, мои друзья, их нету. Мы живы. Хочу пожелать всем, чтобы ценили труд наших погибших ребят, чтобы ценили труд наших ветеранов, чтобы всегда был мир, чтобы наши города и села жили спокойно под мирным небом. Мы, как нормальные люди, как нормальное общество, воззываем ко всему прогрессивному человечеству для того, чтобы не вести, не начинать этих войн. Мы видим, что происходит в Украине, мы видим, что происходит вокруг нас в ближнем и дальнем зарубежье. И мы хотим единственного, мы хотим мирного неба над головой и хотим, чтобы дети наши учились, жили, росли, развивались под мирным небом. 15 марта 1993 года абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Тем самым была начата операция по освобождению столицы. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. Победа, которую народу Абхазии досталась, соткана из таких трагических моментов тоже. 15-16 марта 1992 года, какой бы трагический ни был исход той военной операции, оно заложило фундамент для дальнейшей победы абхазской армии. Мы сегодня, которые наблюдаем уже спустя 30 лет о том, что как строится независимое абхазское государство, развитие народа и общества, понимаем, что эти ребята сложили свои головы не зря. Мы еще раз убедились в том, что наш враг в любом случае мечтает о том, чтобы вернуть так называемые их территории. Но мы знаем и можем сказать одно, что сейчас
насколько мир стал хрупкий в этом плане, опять же, самое главное – это консолидация нашего общества, понимание наших основных задач, как внутренних, так и внешних. По этому поводу у нас есть много хороших и моментов, и успехов во внешнеполитической деятельности, а также внутри самой Республики Абхазия. В мартовском наступлении абхазская армия потеряла 222 бойца. 23 человека пропали без вести. Операция вошла в историю Отечественной войны народа Абхазии как самая кровопролитная. Однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в войне за освобождение Республики Абхазия. Анжела Белава, Илона Микава, Бату Библая, Гал Медиа. Абхазия приобретет до 35 модульных домов для сирийских семей, оставшихся в результате землетрясения без жилья. Министр иностранных дел Инал Арзымба и посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба обсудили организационно-технические вопросы по оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу. В частности, вопрос приобретения модульных домов для сирийских семей, оставшихся в результате землетрясения без жилья. На встрече также обсуждались вопросы межгосударственного взаимодействия и вопросы активизации диалога со странами Ближнего Востока. Сбор помощи пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии завершен. Гуманитарная акция по сбору помощи пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии завершена, сообщает пресс-служба МЧС. Собрано около 20 тонн груза. Груз сформирован согласно требованиям принимающей стороны, упакован надлежащим образом, загружен в 6 транспортных контейнеров и отправлен в Сухумский порт для дальнейшей перевозки по месту назначения. Чтобы помочь определиться с профессией, в районном доме культуры города Гал состоялась встреча будущих выпускников с преподавателями Абхазского государственного университета. Старшеклассники задали интересующие их вопросы и получили на них ответы. Узнали о возможностях поступления и обучения в университете. Слово Илоне Микава. В Доме культуры города Гал состоялось профориентационное мероприятие, где преподаватели Абхазского государственного университета встретились с будущими выпускниками школ района. Ректора АГУ рассказали о направлениях, по которым в этом году объявлен прием, о вступительных экзаменах и условиях приема абитуриентов в АГУ. Сегодня с нашей стороны у нас присутствует заведующая отделом образования Габелия Екатерина Валерьевна, наш куратор, наш помощник во всех делах Джамбул Куртава Синардович. И наши уважаемые гости, наш университет, мы уверены, что наше сегодняшнее общение будет плодотворным и полезным для каждого из присутствующих здесь. Об ежегодной Олимпиаде «Путь к вершинам», которая значительно облегчает поступление в университет, рассказала ответственный секретарь АГУ Инга Арзенбаум. Олимпиада будет проводиться в апреле текущего года для развития творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, популяризации научных знаний и оказания содействия профессиональной ориентации и выборе образования. Победители и призеры Олимпиады будут приниматься в АГУ без вступительных испытаний. В прошлом году из Галского района в АГУ поступили 14 выпускников. 2 из них по итогам данной Олимпиады, став ее призерами. Я уверена, что в этом году желающих поступить в национальный университет будет гораздо больше. Ректор Абхазского государственного университета, академик Российской академии естественных наук Гварами Олег Алексеевич всегда очень внимательно относится к выпускникам, абитуриентам Галского района и дает задание нам, приемной комиссии, под особый контроль взять выпускников школ Галского района, поступающих в Национальный университет. Поэтому добро пожаловать к нам. Вначале попробовать свои силы на Олимпиаде школьников «Путь к вершинам», ну и потом на общих основаниях попытаться поступить к нам в университет в июле месяце. Олимпиада будет проводиться по всем направлениям подготовки, специальностям, по которым объявляет в этом году прием абитуриентов Абхазский государственный университет. В этом году мы объявляем прием по 32 направлениям подготовки специальностям. Впервые запускаем новый проект «Хоровое дирижирование» на факультете искусств. Задание Олимпиады, уровень сложности, программы, все это размещено на официальном сайте Абхазского государственного университета в разделе «Олимпиада. Путь к вершинам».
В ходе встречи представители АГУ подробно рассказали старшеклассникам о каждом факультете. Будущие абитуриенты получили не только всю необходимую информацию о правилах поступления в вуз, представление многообразия направлений и специальностей, которые есть в АГУ, но и узнали многое о студенческой жизни. Я представляю вам две специальности. Специальность немецкий язык и литература и английский язык и литература. Для начала что хочу сказать. Вы прекрасно знаете свой родной язык все. Вы знаете русский язык. Поступив в университет, кто сейчас не знает абхазский, вы изучите абхазский язык. Помимо поступив на немецкое или английское отделение, вы одновременно изучаете два языка. Представьте, вы уже будете знать 5 языков, какие вы полиглоты, какие вы востребованные будете. В конце концов, вы будете высокообразованные лингвисты, и вы будете востребованы в любой сфере. Вы уже практически взрослые люди, у вас впереди очень сложный, в то же время может быть противоречивый такой момент, выбор профессии. Думается, что история, знание истории, а именно отечественной истории, не только отечественной истории, даст вам много возможностей впереди попробовать себя, именно найти в разных учреждениях, именно госучреждениях, работать в аналитических центрах, также работать в сфере туризма, туристической деятельности. Конечно же, это откроет вам новые возможности, знания, хорошее знание именно истории. Обращаясь к участникам мероприятия, представители вуза отметили, что Абхазский государственный университет – это большая дружная семья, где студенты совместно с преподавателями не только познают теоретические аспекты разных наук, но и приобретают практические навыки успешного участия в конкурсах, эффективного взаимоотношения с работодателем. Университет всегда рад принять в свою семью новых студентов, помогая сформироваться им как в профессиональном, так и в личностном плане. Есть все возможности, проводятся мероприятия, конкурсы творческие, жизнь студенческая насыщенная. Мы участвуем в международных круглых столах, онлайн и непосредственно. Студенты наши получают похвальные грамоты. Таким образом, да, и кроме того, очень благожелательная атмосфера и отношение преподавателей по отношению к студентам. Так что ждем вас, ждем и сейчас на консультации, и в любое время в Абхазском университете. В завершении встречи преподаватели АГУ ответили на интересующие абитуриентов вопросы, касающиеся поступления на соответствующий факультет по профильным предметам. Подобного рода встречи стали доброй традицией. Они призваны помочь подросткам определиться с выбором будущей профессии, ведь это серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Шаг, требующий подготовки и знаний. Илона Микава, Ника Гачава, Бату Библая, Гал Медиа. Возвращаясь к исполнению распоряжения правительства о мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год, как рассказал «Спутник» главный ветеринар Абхазии Роман Жопуа, в стране будет открыто 3 пункта приема туш убитых животных. Охотники Сухумского и Гулрыбского районов могут обращаться в ветлабораторию на улице Чанба в Сухуми, по Чемчирском, Корчалском и Галском районах в Чемчирскую районную ветслужбу. В Гагском и Гудаузском районах в ветслужбу Гудаузского района на улице Чемчирская, 2. За вычетом налогов охотники должны получать 2500 рублей за отстрелянного шакала и 5000 рублей за волка. Отметим, что наша редакция следит за развитием этой темы, и мы еще вернемся к ней в наших публикациях и выпусках. По сравнению с предыдущими месяцами на данный момент в Галском районе наблюдается спад сезонных заболеваний. Все под контролем специалистов, и вопрос о закрытии школ в районе даже не ставится. Об этом в интервью корреспондентам Галмедиа рассказал главный врач Галской ЦРБ Астамур Гамгия. Ежегодно огромное количество людей болеют простудой, бронхитом, гриппом и другими респираторно-вирусными заболеваниями. Приблизительно каждый третий из них болеет ОРВИ ранней весной, в сезон быстро меняющейся погоды, традиционно начинающейся в марте. Несмотря на то, что простуда, равно как и большинство других ОРВИ, считаются безобидной болезнью, которая, как говорится, проходит сама, от горячего чая и простых жаропонижающих таблеток, в современной медицине такие заболевания относят к сезонным.
На какие месяцы в году приходится пик респираторных болезней, когда необходимо делать упор на профилактику и как обезопасить себя, рассказывает главврач Галской центральной районной больницы города Астамур Гамги. Скажите, пожалуйста, на какой период чаще всего вот к вам обращаются люди с ОРВИ и с гриппом? И вообще с чем это связано? Как обычно, пик всегда приходится на конец зимы, начало весны. Связано больше с тем, что все-таки влажный субтропический климат, плюс еще недостаточность морозных таких явлений благоприятно влияют на именно микроклимат возбудителя. В январе было зарегистрировано 140 случаев по Гальскому району, из них 89 это именно касаемые детей до 18 лет. В феврале статистика намного меньше, 20 случаев, из них 11 детей. Когда вообще стоит или следует сделать упор вот на профилактику, и если уже, вообще как-то вообще можно себя обезопасить? Да, конечно, вакцина профилактика имеется. Каждый год где-то в конце октября, в ноябре людям дается шанс привиться. Вакцина профилактика, она работает. Она работает, просто не спасает на все 100% от заболевания. Но, еще раз повторюсь, клиника, она более поверхностная. Симптомы, да? Да, симптомы, они поверхностные. Опасность ОРВИ для окружающих заключается в том, что больной становится носителем и распространителем вируса практически с первых дней заболевания. Основными признаками заражения являются умеренно выраженные симптомы общей интоксикации, слабость, вялость, ухудшение самочувствия, обильные выделения из носа, резкая боль в горле, кашель и насморк с первого дня болезни, периодическая либо постоянная головная боль. При должном лечении ОРВИ проходит относительно быстро – от 3-4 до 70 дней. Однако постельный режим, должный уход и прием медикаментов здесь обязателен. Обратиться к врачу обязательно с той целью, чтобы минимизировать риск осложнений. И плюсом самое главное – правильное лечение. То есть не всегда надо принимать антибиотики. Их в ряде случаев и не надо принимать. То есть люди к чему привыкли? Заболел и сразу начинают пить налево-направо антибиотики. Во-первых, антибиотики против вирусной инфекции они не действуют. Антибиотики назначаются, когда присоединяется бактериальная инфекция. То есть и имеются уже осложнения. А первые дни заболевания это всегда противовирусные препараты. Ну и плюс комплекс витаминов, дезинтоксикация путем введения жидкости как перорально, то есть человек пьет обильное количество жидкости, так и парентерально, то есть капаются. Вот. В домашних условиях еще что? То есть огромное значение имеет профилактика. То есть при появлении чувства того, что ты начинаешь уже заболевать, надо сразу же переходить к теплому обильному питью, к прогреванию ног, обычные механические, физические, так сказать, процедуры, которые улучшают кровообращение и общий укрепляющий эффект оказывают. Как отмечает главврач Астамур Гамги, по сравнению с предыдущими месяцами, на данный момент в Галском районе наблюдается спад сезонных заболеваний. Все под контролем специалистов. И вопрос о закрытии школ в районе даже не ставится. Что хотелось бы отметить, что касаемо Гальского района, сейчас пика заболеваемости или нарастания заболеваемости не наблюдается, к счастью. Поэтому вопрос о том, чтобы там приостановить работу учреждений дошкольного возраста или школьных не стоит. То есть у нас пока все стабильно. Идет спад по сравнению с январем месяца. Пока все в рамках, как говорится, и мы все контролируем на данном этапе. Анжела Убилава, Илона Микава, Борис Цацуа, Гал Медиа.
Между тем, уровень вакцинации населения Абхазии от кори низкий. По информации Минздрава, из 787 родившихся в 2022 году детей привили от кори всего 20. В последнее время в сопредельных с нами странах, в частности в Российской Федерации, в странах, часто посещаемых нашим населением, например, в Армении, а также в странах Средней Азии, откуда к нам прибывают трудовые мигранты, наблюдается рост заболевания корью. Корь – это детская инфекция, высоко заразная, и рано или поздно к нам все-таки ее привезут. В Абхазской филармонии в пятницу состоялся концерт Государственного академического ансамбля танца в войнах из Чечни. Это уже третье мероприятие, которое проходит в рамках Дней чеченской культуры в Абхазии. Абхазский боксер Батал Чежья 13 марта стал обладателем титула чемпиона России по боксу, победив техническим нокаутом Мурада Далахаева. Поединок проходил во втором среднем весе. На протяжении всей встречи спортсмен из Абхазии превосходил своего соперника, наносил больше акцентированных и точных ударов. Команда средней школы села Абы-Акыт, победитель финала по настольному теннису 14-й районной спартакиады среди школьников, который состоялся 12 марта. В нем встретились команды средней школы села Абы-Акыт и школы номер 2 города Гал. Со счетом 4-3 победила команда Абы-Акыт. Напомним, что Абы-Акытская средняя школа является многократным чемпионом районной спартакиады, а также представляет Галский район на республиканских спартакиадах, где постоянно занимает призовые места. В итоге в ходе финала третье место заняла школа села Таглан, серебро у школы номер 2 города Гал, золото команда школы села Абы-Акыт. Спортсмены были награждены медалями, грамотами и кубками. Награждение проводил директор детско-юношеской спортивной школы Сулхан Киланава. На этом у нас все. Встретимся, как обычно, ровно через неделю. И пусть всех нас ждет больше хороших новостей. Всего доброго. Абзераз.